На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Я вспоминаю дни, когда метель мела в еб... Когда мечта из пьяных глаз сквозь пальцы убегала. Пламя догорает и не бьется в венах кровь. Белые друзья. Его ведет по дороге жизни, у него есть благая цель. Москва. Кто попадет сюда, однажды пропадет. Никто не разберет, чем дышит этот город. Мерила Марья мир намерить этот мир, чтоб день ото дня продолжался этот пир. Йоу-йоу, всем привет, Кокраш на связи. Я приобрел микрофон, который называется Shure SM58. Если что, это не он. И хочу его вам показать, продемонстрировать. В общем, сегодня будет тест музыкального оборудования. И для этого мы отправляемся в профессиональную студию звукозаписи. Профессиональная студия звукозаписи в нашем понимании это ноутбук и микрофон. И еще наушники и звуковая карта. Смотрите, Lexicon, классика. В моих руках микрофон Shure SM58. Это крутой микрофон, в основном для выступлений, но на него тоже прописывают вокал. Я мечтал об этом микрофоне примерно с 2018 года. С того момента, как посмотрел интервью Руставели в Inside Show, где он сказал, что первые альбомы группы Многоточие были записаны именно на этот майк. И микрофон был только Шурик 58. Микрофон Shure SM58. Многие, скорее всего, подумают, что я приобрел его в специализированном музыкальном магазине. А нет. Я его приобрел в магазине DNS. Буквально месяц назад мне подарили сертификат на 15 тысяч в DNS. Или в DNS, как правильно. Я такой, вау, круто, пошел в магаз. И что вы думаете? Нет, я этот майк не увидел. Я увидел то, что там продают микрофоны. Там были какие-то простые блогерские шурики, какие-то простенькие модели. И я спрашиваю у менеджера, слушайте, а какие у вас еще микрофоны есть? Может быть, у вас есть Shure SM7B или 58, 57? Он посмотрел по каталогу и сказал, что вот на складу лежит 58, можем вам заказать. Я спрашиваю, а сколько стоит? Он говорит, 15 тысяч рублей. Все, я отдал ему сертификат и получил вот этот замечательный микрофон. 58. Когда я пишусь, я стараюсь одно ухо оставлять открытым. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Щемит душе тоска до синей сигареты, дым видается в глаза, как будто слезы, пытаясь выжить. Я помню, как когда-то мы клялись отомстить друг за друга, если что не так, так мои руки в крови. Я помню дни, когда с тобой мы были детьми, два оборванца с улицы из неудачной семьи. Свои мечты хранили под ударами дубинок, кое-кого от их ударов ломался смысл их слов. Не воруй, не кради, умри, паскуда, умри, орали они нам на ухо, забив нас до крови. Блин, вспомнил одну забавную историю. У меня куплет начинается точно так же, как у Руставели. Я помню те дни, когда мы с тобой были одни, когда смотрел глаза твои и видел огни. Ну, это песня про любовь, в общем. Я выхожу, там дети стоят, девочки. И я что-то у меня переклинило. Я вот зря песню Многоточие послушал перед выступлением и начал читать. Тем про любовь, 1000 стихов, 1000, но этот особенный трек, как и мы с тобой. Я помню дни, когда с тобой мы были детьми, два оборванца с улицы из неудачной семьи, свои мечты хранили. Короче, жесть какая-то была. Кстати, есть еще один тоже очень популярный микрофон, вы его наверняка видели у многих блогеров, называется Shure SM7B. Так вот, Shure SM7B стоит где-то 45-50 тысяч рублей. А этот майк стоит всего лишь 15 тысяч рублей. Но фишка в том, что у Shure 57, 58, SM7B один капсуль. То есть здесь он находится на расстоянии 2-3 см капсуль. А у Shure SM7B, конечно, другой корпус, и капсуль находится на расстоянии там 8-10 см. И в принципе качество плюс-минус одинаковое. Если, допустим, обработать правильно, да, то, мне кажется, зачем переплачивать деньги, когда можно взять обычный классический шурик. 58. В жизни так бывает, что приходит вновь.
Зачем я помню те дни, когда с тобой мы окунались в море солнечной любви? Тогда мы чувствами не игрались, это было как в сказке. Вся жизнь перед глазами, казалось, была заполнена несбывшимися мечтами. А ты сидела рядом, меня гладила рукой и тихо говорила: я всегда буду с тобой. Тебе почему-то я верил, хотя знал, что все проходит. Но влюбленные глаза не видят того, что происходит. Обманутые счастьем так боятся его потерять. Я являюсь большим фанатом группы «Многоточие». Я знаю практически все их песни. Ну, по крайней мере, первые 2 альбома точно. Ну, еще третий путь. Разбуди меня в 3 часа ночи и скажи: зачитай Руставели, там, не знаю, кто не бахался. Нет, давай что-нибудь другое. Щемит в душе тоска. Я сразу же начну наизусть просто зачитывать этот текст. Почему я взял этот майк? Потому что один из моих любимых рэперов Руставели писался именно на него. И поскольку я являюсь настоящим фанатом, как рэпер, как мастер церемоний, я хочу приблизиться к их качеству. И для этого мне понадобится динамический микрофон Shure SM7B. 7B. 58. Существуют разные подделки на всяких маркетплейсах. Там микрофоны продаются за 5000, SM58 за 4000. Но это все реплика. Я смотрел обзор на канале Александра Спирита с микрофоном по жизни. Он там очень хорошо объяснил, как отличается подделка от оригинала. Вот, я никому не советую брать такой микрофон с маркетплейса, потому что там качество будет не то. Если хотите оригинальное качество Shure SM58, лучше взять настоящий. Белые друзья. Кстати, когда я был маленький, я слушал песню «Белые друзья». И я уже тогда понимал, что Руставели взял Низами, но это, понятное дело, для такой некой трагичности, что ли, чтобы передать всю боль в этой песне. Но мне всегда хотелось какого-то верха, тихого, приглушенного. Мне хотелось некого разделения на голоса, чтобы, допустим, Руставели пел Низами или серединой, а Кузьмич, у него же более-менее высокий голос, чтобы он, не терцию, а на октаву выше взял и спел, типа, на высоких нотах. Мне всегда вот хотелось какого-то такого подголоска. Вот, и сейчас я думаю, может быть, и попробовать поэкспериментировать. Вообще, как это звучало бы. Белые друзья. Нет, надо, по-другому немножко. Я слишком громко. Вообще, мне кажется, даже лончер никакой не нужен. Просто делаешь тихо и кричишь. Белые друзья. Белые друзья. Я прячу от друзей боли никчемных обид. И даже если в глазах моих огонек не горит, я подношу зажигалку либо к рту, либо подложку и становлюсь самим собой, но только понарошку. Ну и какая в принципе разница, особенно теперь, когда Нирвана ветром прихода пролезла в открытую дверь. Кстати, вместе с микрофоном идет специальное крепление. И я еще дополнительно взял ветрозащиту. Ну, на случай, если, допустим, придется выступать на сцене. Я считаю, что этот микрофон должен быть у каждого артиста. Потому что артисты что делают? Они выходят иногда на сцену, читают рэп. И бывают такие случаи, как вот у нас было буквально полтора месяца назад, когда мы пришли выступать на одно мероприятие, и звукорежиссер нам сказал: сколько вас, 3? Ой, а у меня только 2 микрофона. И все, выходим на сцену, я, Жора и Ирена. Они там поют, а я стою без микрофона. И себя очень неловко чувствую. Но если бы у меня этот микрофон был раньше, я бы пришел на это мероприятие, услышал, что майков нету, и достал бы из своего кармана 58. Таким образом, я бы выкрутился из сложившейся ситуации. Ну все, я думаю, пришло время тестировать этот майк. Я позвонил Руставели и попросил минуса. Он без проблем мне их отправил. И сейчас я буду читать под них. Ну это, конечно, не совсем так. Я воспользовался нейросетью. Только из-за этого трека я мечтал побывать в Москве. Я помню, как учился в ПТУ. И думал, вот окончу ПТУ, полечу в Москву. Посмотрю, как там. Приду на студию к Многоточию. Попаду на сборник «Хип-хоп квартал». Но мечтам не суждено сбыться пока что. Так, что-то темно, надо свет включить, походу. Москва. Кто попадет сюда, однажды пропадет. Никто не разберет, чем дышит этот город. Москва. Кто попадет сюда, однажды пропадет. Никто не разберет, чем дышит этот город. Якутск.
кто здесь родился, знает, о чем речь идет. И новый поворот событий под крыло берет город. Вот шутки шутками, но я на самом деле знаком с Руставели, представляете? В 2012 году многоточие приезжали к нам в город Якутск. Ну я как главный фанат, конечно же, пошел на их концерт. Тогда я очень хорошо зарабатывал, работал в сфере строительства, приехал на крутом джипе, в костюме, с классной девочкой-моделью. Меня сразу же пропустили туда, охранники увидели меня, подумали, я друг владельца этого заведения. Все, я прошел туда бесплатно и сразу же такое направляюсь в сторону гримерки. И как бы люди вопросы мне не задавали, охрана спросила, типа, ты кто? А я говорю, я журналист, пропусти меня, я сейчас должен интервью. Короче, я на уши упал охранникам, они меня пропустили. Там был White Hot Eyes, Руставели и еще один бэк-вокалист из группы. И начал сразу с White Hot Eyes общаться. Говорю, я твои треки знаю с трепанации Черепа. И начал зачитывать его куплет из трека «Говорят, говорят, в голове мои мозги, часто шалят». С первой трепанации. Но он понял, что я жесткий ценитель рэпа. Руставели тоже стало интересно. Говорю, ты что, представься, там, ты кем работаешь? Там, я говорю, да я вообще по профессии столяр. White Hot Eyes говорит, братан, МСМП, типа мастер строительного мебельного производства. Я говорю, да. Он говорит, я тоже столяр по профессии, давай выпьем, давай. Короче, очень душевно поговорили с ними, руки пожали. Потом я выхожу, и вся басота на меня такая. Кстати, я даже не выхожу сам, меня выгнали. Охранники спалили, что я, вообще левый типок. И меня просто там чуть ли не скрутили. И все такие, вау, Кокраш был в гримерке у многоточия, сразу ко мне подходить. Братан, можно я тоже попаду? Я говорю, не, братан, там чисто у меня подвязки, Ну, в общем, такая тема была интересная. И я, на самом деле, в то время еще журналистом работал. И я взял и написал материал для сайта Якутия24. И то ли я отправил ему в личку в ЛС это сообщение, то ли он сам эту статью прочел, Руставели, и сам Руставели сам добавился ко мне в друзья ВКонтакте. Вот это было тогда. Ну, это была старая страница еще, где у меня было 7 тысяч подписчиков. Сейчас-то у меня новая страница. Ладно, ваше дело, верить или не верить. Пока у меня хорошее настроение, я начну записывать. Эта тема вскрыла мою бошку, мою голову. Капец. BPM 100. Нифига они на скорости читали. Раз. Башки! Мои мозги сегодня, да! Башки! Мои мозги сегодня, да! Тут, там, без напряга. С напрягом хэш, заряжай только деньги, потом товар клади в карманы. Будьте готовы к паровозам. Прикол под... это просто... А то, что... это будет... так будем мерила Мариваны, мирно мерить этот мир, чтоб день ото дня продолжался этот пир. Цацирак, ценын, цахын! Ну тут у пацанов на студии стоит не менее серьезный микрофон. Конденсаторный Neumann TLM-103. Но поскольку нам нужен именно звук многоточия начала нулевых, мы его меняем. Этот майк скручиваем и устанавливаем Shure SM 58. Так, все вроде установили. Что-то пацаны высокие тут писались, 2-метровые, поэтому нужно чуть-чуть опустить микрофончик под себя. Кстати, я ненавижу, когда вот журавли вот так вот делают, там резинка есть, рвется, я просто нервничаю. И вот. Я постоянно откручиваю и закручиваю. Так правильно. Для динамических микрофонов еще желателен специальный лончер, который будет поднимать громкость микрофона. Но у меня звуковая карта позволяет регулировать громкость, и я думаю, все будет нормально. Все, я, готов читать. Каждый братишка на районе ее слушал и втайне представлял, что она про него. Его ведет по дороге жизни, у него есть благая цель. У меня... голос на низах слабый. Я что делаю? Я всегда высотой пытаюсь разбавить, чтобы заполнить, что ли. Ну-ка, попробуем. Его ведет по дороге жизни, у него есть благая цель. Его ведет и судьба то дарит, попутный ветер то бросит на мель. Его ведет по дороге жизни, у него есть благая цель. Его ведет и судьба то дарит, попутный ветер то бросит на мель. Блин, что это я спел? Это я какую-то терцию взял или что вообще? Блин. Ладно, послушаем, что получилось. Руставели, он сейчас тоже выпускает альбомы. И их, не так, что ли, активно слушают, как в их лучшие годы. Я не знаю, на какой микрофон сейчас пишется Руставели.
Скорее всего, он взял себе какой-нибудь крутой Neumann 87-й AI или 67-й какой-нибудь. Но мне хотелось бы послушать реально новый трек Руста, записанный в старый микрофон. 58. Так, ну и напоследок, наверное, зачитаю эту тему, от которой у меня реально пошли мурашки по коже. Когда я впервые услышал, я просто офигел, настолько она душевная. Новая тема есть, а в голосе дрожь. Я вспоминаю дни, когда метель мела в еб... Когда мечта из пьяных глаз сквозь пальцы убегала. Рыдала мама без лавы, было, помню, ебаные рынки. С отцом на двоих, ботинки, насмешки, слышь, музыкант. Иди работай вечером в умат, синие долой эти заботы. Звонки по телефону другу, как сам зайдешь, новая тема есть, а в голосе дрожь. И еще что хочу сказать, если когда-нибудь какой-то журналист у меня поинтересуется, назови топ-3 или топ-5 своих любимых рэперов, в моем топе обязательно будет Руставели. Потому что когда я в нулевые начинал читать рэп, я рос на их творчестве, и мой стиль как рэпера формировался именно на флоу, на читке у Руставели и Кузьмича. Все, пора уже бежать домой, всем пиз, с вами Кокраш, микрофон Shure SM58. Я считаю, успешно протестирован. Давайте, всем пиз.